Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем наш эфірны дзень, абмяркоўваем падзеі Беларусі і за яе межамі. У сумесным праекце Еўрарады і Е-прамовы працягнем мы абмяркоўваць з даўгачаканым госцем. З намі на сувязі сонечнага Майамі арт-дырэктар беларускага свабоднага тэатра і, не побаюся гэтага слова, малады палітык Миколай Халезин. Добрый день, Миколай. Добрый день, Дмитрий. Ну, вы уже нормально так реагуете, когда я вас называю политиком. Видать, уже призвычаились. Нет, конечно, нет, но я просто назови хоть как, но в торбу не клади. То есть, пока соглашусь, буду молча реагировать. Не, ну, по великому рахунку, Миколай, погодитеся, зараз вы у стольких проектах удзельнічаеце, я маю на увазе нават не тэатральных ці не нейкіх іншых творчых, а менавіта звязаных з нейкай альбо палітычнай, альбо грамадзянскай актыўнасцю, што, ну, уже фактычна і трапляеце под такую вось характарыстыку. Я это понимаю, это такая двусмысленная история, потому что параллельно мы получили сейчас 3 приза сразу на фестивале Good Theatre Festival 2021 года за лучший ансамбль, лучшую режиссуру и за лучшее техническое обеспечение. Помимо этого я поставил спектакль в Эстонии, который очень шумно там идет. Но да, я понимаю, что это такая двусмысленность. Ты одновременно в 2 полях. И у нас одним из первых попечителей вместе с Томом Стоппардом был Вацлав Гавел. Мы много на эту тему говорили. Где предел того, как творческая личность может участвовать в политических и общественных проектах. И он говорил о том, что его вытолкнуло в президентство история, он сам абсолютно этого не хотел, он совсем про другое в своей жизни думал. Но случилось так, что пришлось заниматься этим. Я надеюсь, что до президентства я не пойду, а внести посильный вклад, приходится, потому что раз можешь, раз люди в беде, то нужно усиливать их голос, если у тебя есть такая возможность, если ты там влиятелен в этой сфере. Слухайте, нечаканы поворот, а по правде сказать, я быў нават і не супраць того, каб, скажем, Халезін стаў прэзідэнтам. Чаму? Чым ён горш за Вацлава Гавела? Халезин не хочет терять свое право на критику власти. То есть в этом проблема. И плюс у Халезина не было, не люблю говорить себе в третьем лице, но у меня с 88 года, а точнее даже, наверное, с 84-го, как я из армии пришел, с тех пор у меня никогда не было начальника. И мне на это очень тяжело, я очень на это тяжело реагирую. Поэтому я даже не знаю, как это жить с начальником. Да? Поэтому мне очень сложно себя размещать в поле политики. А уж когда твой начальник весь белорусский народ, то это такая ответственность, которая реально страшит. Потому что, особенно если ты не собираешься там быть коррупционером, воровать и так далее, то это вообще очень сложная история. Ты должен отдаться весь этому. И отдаться настолько, что больше у тебя ничего в жизни в это время не будет. А может быть и до конца твоей жизни больше ничего. Ну да, это быў у мяне такое меркантыльны інтарэс у гэтым ва ўсім. Просто уяўляеце сабе, я ж-то ведаю, што вы сябруеце з музыкамі Rolling Stones, і я уяўляю сабе на святочны канцэрт з нагоды інаўгурацыі прыехалі б сябрукі з ролінгі і зладзілі канцэрт на плошчы Незалежнасці. Мы об этом договорились с Миком еще в 2007 году, что когда наступит этот момент, чтобы они отыграли. Уже и Чарли Уотс ушел, к сожалению. Но мне не нужно для этого быть президентом, чтобы договориться с ними о таком важном мероприятии. Ну что ж, крыху пожартавалі, крыху памроілі. Я спадзяюся, што ўсё-таки канцэрт ролінгаў на плошчы цэнтральнай у Мінску ён здарыцца, і Халезін гэта арганізуе з нагоды інаўгурацыі новага прэзідэнта ў Новай Беларусі. А зараз да больш сур'ёзных пытанняў. Я на пачатку размовы сказаў, што зараз Миколай Халезін знаходіцца
у ЗША ось там на сонечным пабярэжжы, але ён же ж там не просто так. Что за канферэнцыя, у якой вы бярэце ўдзел, якое месца і ўвогуле ці ўзгадваецца там Беларусь? Здесь проходит форум, который называется Осло Freedom Forum. Он вообще зародился в Осло и проходит раз в год в Осло, раз в год в Майами. Это большой политический форум, но он стоит совершенно особняком в среде остальных политических форумов. Здесь не так, как на форуме, например, Брюссельском форуме или на Глобсек в Словакии глобальной безопасности. Здесь меньше представительства политиков, его практически нет, но здесь люди влиятельные из своих стран, которые являются общественными деятелями, потенциальными политиками, правозащитниками. В общем, это совершенно разные люди из разных стран. Где-то вчера мы вечером разговаривали с Гарри Каспаровым, он является президентом этого проекта, всего большого, который много лет уже происходит. И я говорю, ты доволен этим мероприятием, которое проходит? Он говорит, да, потому что это беспрецедентное мероприятие. Оно стало самым большим, оно стало самым массовым. Это порядка 700 общественных деятелей из там, более чем 50 стран. Это огромное представительство. Помимо этого, у этого форума есть своя некая почетная обязанность вручать приз Вацлава Гавела. Мы его получали несколько лет назад, а участвуем в этом форуме уже много лет, и сейчас уже как-то вот мы здесь в качестве таких почетных гостей, поскольку были лауреатами этого приза, но почетными быть не получается, потому что мы все-таки представляем страну, которая живет сейчас с очень большими проблемами. И на самом деле Беларуси здесь уделено огромное внимание. Здесь выступила Светлана Тихановская вчера. Это был очень хороший диалог ее он был онлайн, к сожалению, был хороший диалог с Гарри, и встречали просто и ее, и вообще белорусскую тему овациями, и в том числе когда Гарри Каспаров, у которого много достаточно проектов в CNN, он впрямую упрекнул CNN в том, что журналист этой телекомпании не может называть Александра Лукашенко мистер президент. Не может. И это тоже было встречено овацией, потому что диктаторы президентами не бывают. Это, как правило, это узурпаторы власти. И вот на самом деле вот эта тональность разговора о Беларуси, она меня очень порадовала, потому что все относятся к этому как к очень актуальному в мире процессу. И Беларусь идет чуть ли не в первых строчках вот всех дискуссий, которые здесь происходят. Поэтому меня это очень, честно сказать, радует, что мы сейчас не в контексте вот такой застывшей диктатуры, а в контексте вот этого протеста, который существует и который никуда не уходит, и в который включено огромное количество людей, в том числе белорусская диаспора, которая здесь на пленарном заседании этого форума растянула огромный красно-белый флаг и вообще очень сильно участвовала во всей процедуре подготовки. Вы сказали, дзякуючы вот пратэстам, але ўсё ж таки такая больш шырокая міжнародная рэакцыя на падзеі ў Беларусі, яна ўсё ж таки была не з нагоды пратэстаў, якія апошнім часам, скажем шчыра, яны далёка не відавочныя. Да, на пачатку, падчас пратэстаў была цікавасць, але ўся рэакцыя, яна звязана з дзеяннямі улады пазнейшымі. Так можна сказаць, што ўсё ж такі усе крокі, якія прадпрымае Захад, гэта рэакцыя на дзеянні беларускага рэжыма і Лукашэнкі, а не я не ведаю, там дапамога, падтрымка беларускам, в сэнсе пратэстам. Я сторонник того, чтобы смотреть комплексно на проблему. Мы не можем разделить, что Лукашенко делает что-то, и это и есть реакция Запада. Лукашенко ведь делает это что-то в ответ тоже на что-то.
И инициативой здесь был не он. То есть, да, конечно, белорусы реагировали на его действия, на его какие-то там подленькие шаги изначально. Но ведь на самом деле это был протест белорусов, на который власть начала активно реагировать. В том числе и самолет, в том числе и массовые посадки, в том числе и уничтожение СМИ, в том числе и выжигание вот этого поля гражданского сопротивления. Это его реакции на все-таки активность белорусов. И поэтому это обоюдоострый процесс. Поэтому я бы никогда не сводил это к тому, что ведь там западные власти реагируют на то, что что-то делает не так Лукашенко. Он делает, потому что он боится. Он реально боится. Он выжигает это поле гражданского общества только потому, что он видит в нем угрозу. Он видит угрозу в свободной прессе, он видит угрозу в протестующих, он видит угрозу в общественных деятелях, в политиках. Именно поэтому его реакция настолько острая и настолько патологическая. И, к слову, здесь это очень много обсуждается на этом форуме, потому что эти реакции, если изначально они являлись угрозой для белорусов и белорусского общества, то теперь это региональная проблема, которая вообще грозит выплеснуться уже как стать мировой проблемой. Дарэчы, Миколай, вось задаюць пытанне про тое, як на форуме асвятлялася выхадка Белаконева, ну вось гэта генерала-дэпутата. Я в прынцыпе-то разумею, што не будуць на міжнародных форумах абмяркоўваць кожны выбрык кожнага беларускага прапагандыста ці нейкага там типа дэпутата. Але вот ваша, мне просто цікава ў дадзеным выпадку ваша рэакцыя на гэтыя заклікі Белаконева, як ён там сказаў, за аднаго нашага 50-100 не наших забіваць. Вот сведчаннем чаго, на ваш погляд, гэта з'яўляецца? Во-первых, я не сторонник глубокого анализа высказываний вот таких существ, как Белоконев. Потому что это ведь не его мысли, да, это мысли, которые он как бы транслирует в расчете на какую-то преференции со стороны власти. Это как тот военком, который все пожимал руки. Это реально выглядит как сумасшедшее. Да. Если говорить о том, что транслирует Белоконев, он транслирует те самые нацистские идеи. Собственно говоря, я написал несколько месяцев назад статью, большую, которая называлась «Новый рейх», и где сравнил действия немецкого рейха, Третьего рейха и властей Беларуси. Они полностью совпадают, начиная там от нашивок в тюрьмах, да, для политических, заканчивая построением концлагерей. Но чем это ничем не отличается? И тот же Белоконев, он говорит словами там гауляйтера Кубы. Да? То есть за одного убитого немецкого солдата там 100, давайте уничтожим 100 белорусов. Понимаю его, потому что он бы и уничтожал. Но только, слава богу, пока этого не происходит, и слава богу, что пройдет время, и такие Белоконевы там окажутся за разжигание розни в тюрьме. Но в целом я не сторонник давать им трибуну. Это не человек, это существо. Если он говорит об убийстве там 100 человек, это уже такой потенциальный Брейвик, у которого пока нет оружия. Но ему это оружие могут дать. Поэтому нам нужно сделать все, чтобы это оружие ему не досталось, и чтобы он оказался там локализован. Миколай, я звярнуся да тэмы санкцый. Вы у нас так атрымаліся, галоўны, не скажу эксперт, а пастаўшчык інсайдаў па гэтай тэматыцы. Шмат гаворак пра 5-й пакет санкцый, ужо нават вядома, калі прыблізна яго чакаць. Тут два нюанса хацелася б как бы закрануць. Па-першае, ваше бачанне таго, наколькі гэтыя санкцыі будуць адрознівацца ад папярэдніх, ці будуць яны больш сур'ёзныя. Ну і далей,
можа быць як працяг просто. Я ведаю, что вы нават у сябе ў тэлеграм-канале, дарэчы, раю подписываться, цікавейшы тэлеграм-канал вядзе Миколай Халезин знает, называется. Перапосцілі маю гутарку з Зянонам Пазняком на тэму санкцый, якія трэба, ну, как бы, скажем так, калі не адмяняць, то, по крайней мере, замарожваць, бо, маўляў, яны б'юць па шараговым беларусам, і варта захаду садзіцца за стол перамоваў з беларускім рэжымам. Так вось, 5-й пакет санкцый. Ці не пагоршыць ён, ну, калі следаваць логіке Пазняка, ці не пагоршыць ён яшчэ больш стан беларускага народу і ці не наблізіць перамовы з Лукашенком? Если мы посмотрим сейчас на Беларусь вот так как бы сверху, да, то мы поймем, что все горе и беда белорусов сейчас не от санкций, а от того, что творит власть. И творит эта власть не потому, что вводят санкции, а санкции вводят потому, что творит власть. Поэтому говорить здесь Запад не будет снижать давление на Лукашенко. Особенно в том случае, если белорусы будут убеждать Запад в том, что информировать Запад в том, что происходит в стране. Поэтому тут это нужно понять. Запад не может просто так, это мы говорим Запад, да, но мы говорим о конкретных странах, конкретных организациях и конкретных политических альянсах. Они должны реагировать, поскольку внутри континента есть последняя диктатура. Оставлю Россию за скобкой, да, потому что это все-таки Евразия, это немножко другая история. Но, по сути, это последняя диктатура Европы. И эта диктатура должна быть уничтожена, потому что иначе это черным закрашен не только страна, но и весь континент. Континент, на котором есть диктатура. К слову сказать, если бы Европа избавилась от этой диктатуры, то впервые в мировой истории континент был бы чист от диктатуры. Поэтому я не хочу рассматривать это введение санкций как какую-то блажь там, офиса Светланы Тихановской или НАУ, или там каких-то персон. Да? Это естественная реакция на действия белорусских властей, которые, говорит Маккей, мы будем уничтожать гражданское общество. Они уничтожают гражданское общество. На это должен кто-то смотреть и ничего не предпринимать? Нет, такого не будет, конечно же. Поэтому удары будут наноситься все более сильные, все более такие эффективные. Другое дело, что процесс этот мне не нравится тем, что он слишком медленный. Потому что, к сожалению, диктатуры могут принимать быстрые решения. Там диктатор сказал, и завтра все сделали. Да? Сказал диктатор, да запускайте самолеты из Ирака. Самолеты из Ирака полетели, и беженцы пошли. В этот же день. Да? Демократические страны так делать не могут. Вообще демократические институции, у них есть определенная модель демократических принятий решений. Вот если мы говорим о последнем пакете, да, он должен отличаться. Эта дискуссия уже идет очень долго, и она очень сложная, поскольку в ней как бы задействовано такое количество экспертов и такое количество механизмов давления, которых не было. Условно говоря, если мы говорим о 5 банках, которые должны войти под санкции, по каждому банку нужно проводить большую работу по исследованию его деятельности, по исследованию того, какие процессы этот банк проводил и насколько они были незаконны. Дальше эти экспертные оценки идут в юридические отделы. Юридические отделы доводят это до состояния, как бы, когда после этого не могут возникнуть там судебные разбирательства по поводу введения под санкции и так далее. Это очень длинный, очень сложный и очень кропотливый процесс. Но чем кропотливее это решение сделан, тем эффективнее его влияние. Но я хочу еще, каждый раз я заостряю на этом внимание, хочу еще раз об этом сказать. Мы вчера говорили об этом внутри белорусской делегации этого форума. Санкции не являются единственной панацеей от всех бед. Санкции не могут свергнуть режим. Санкции могут помочь свергнуть режим. А кто должен участвовать в этом? Это целый комплекс
целый комплекс самых разных мер и воздействий, да, и со стороны гражданского общества, и внешних сил, и внутренних сил, которые до сих пор находятся внутри режима, да, и так далее. То есть, безусловно, это комплекс мер, и мы не можем говорить, что вот сейчас выйдет Ну все ж таки наколькі моцным на ваш погляд будзе гэты уплыў ад не сціхаюць заявы прапагандыстаў про тое што санкцыі не працуюць. Гайдукевич ввогуле там носіцца со словамі там яны толькі мацнейшымі нас робяць. Вы бачыце нейкія прыкметы што ўсё ж таки уплыў ёсць што яны спрацоўваюць? Ну да, истерика власти, она об этом и говорит. Собственно говоря, когда власти говорят там за призывы к санкциям будут уже там давать по 12 лет и так далее, ну, я понимаю, да, потому что да, это влияет, это давит. Другое дело, что опять-таки хотелось бы, чтобы это происходило эффективнее, потому что контроль за уходом из-под санкций, он должен ужесточаться вместе с санкциями. То есть Евросоюз, у которого есть структура контроля ухода за санкциями, она на сегодняшний день неэффективна. То есть она работает, что называется, в полноге и упускает самые важные моменты. Поэтому нам нужно им в этом помочь, потому что чем сложнее, чем многоступенчатее и чем эффективнее санкции, тем больше желания властей выйти из-под них. И тем больше нужно этот вопрос контролировать вплоть до введения вторичных санкций, то есть против тех структур, которые решили сотрудничать с предприятиями, которые находятся под санкциями. Это процесс, который гораздо лучше получается у американцев, но достаточно сложно адаптируется для Европы, поскольку у Европы не было такого серьезного опыта в введении санкций. По сути, Беларусь — это ведь такая опытная площадка, когда Европа во многом изучает процесс, как санкции влияют, и как это может работать вообще в полном пакете. Поэтому на всякий случай для будущих каких-то процессов. Но нужно четко понимать, что, я повторю, что это очень сложный процесс. Он требует, с одной стороны, нашего постоянного внимания, постоянных консультаций, постоянного координации действий, разъяснения позиций друг к другу. И не только говорю о белорусах, потому что Европа тоже должна нам объяснять, чего она хочет добиться введением тех или иных санкций. Дарэчы, пра тое, як уводзяцца санкцыі, хто прымае рашэнне, якія санкцыі уводзіць, якія адмяніць ці там замарозіць. Павел Мацукевич у эфіры нашага канала сказаў, што галоўная праблема з санкцыямі, першая, якую вы таксама назвалі, што санкцыі не зрынуць рэжым, ўсё ж таки яны просто нейкім чынам там узмацняюць уздзеянне ці не, а ён кажа, што у нас праблема ў тым, што не беларусы в сэнсе не ад беларусаў залежыць, якія санкцыі будуць прынятыя, не ад беларусаў залежыць, яны не могуць сказаць там давайте вось гэты санкцыі вядзём ці гэтыя санкцыі здымем. Маўляў, это прымаюць рашэнне ўсё без нас, і гэта праблема. Гэта праблема? Нет, Павел не очень прав, но я думаю, что он не очень хорошо знает, как работает эта система. Она действительно работает настолько сложно, что ее с лету понять, особенно находясь в противоположном лагере, да, какое-то время, да, то есть в лагере власти, да, ее понять очень сложно. Белорусы участвуют в этом процессе. Белорусы участвуют как на уровне экспертной оценки, так на уровне консультаций, так и на уровне доведения до финальных решений. Но, конечно, финальное решение белорусы, естественно, не принимают. То есть это было бы странно, если бы белорусы принимали решение в ЕС о принятии санкций против
своей страны. Нет, белорусы разъясняют, это экспертные группы, в которых есть и экономисты, и политологи, и специалисты по разным отраслям, и эксперты из разных сфер, и даже из очень узких. То есть это может быть, допустим, эксперт, там, какой-нибудь кризисный менеджер, который нас консультирует по вопросу там, тех или иных процессов, которые идут в экономике. Или это может быть человек, который долгое время проработал в нефтепромышленном комплексе, который знает все нюансы и был там большим управленцем. То есть это совершенно разные люди. Помимо этого есть экспертные группы, которые работают как группы. То есть это группы, которые готовят аналитические доклады, и они касаются не только введения санкций, но они ложатся на столы самых разных общественных и политических организаций мира и правительств. Это, в принципе, документы, на которых базируется взгляд Европы и Америки на процессы, идущие в Беларуси. Поэтому и более того, здесь не может быть никаких передержек, просто в силу того, что включено большое количество людей. Да, я являюсь таким спикером по санкциям, но это я не занимаюсь вот этими всеми процессами, потому что есть большая группа людей, и часть этих людей находится в Беларуси, большая часть находится уже за рубежом, но это группы, которые работают, и это люди, их достаточно много, и ты не можешь принимать какие-то свои решения, потому что любой член этой группы скажет, что это решение не принципиально, или это решение там идет под каким-то там давлением, или это решение, которое затрагивает интересы или входит в конфликт интересов. Поэтому нет, это прозрачный процесс, в котором участвуют белорусы. Другое дело, что этот процесс не может быть просто сейчас выложен в документах вовне, когда все это станет там очевидным и начнется охота на этих людей, которые работают по этим процессам. Но в этом участвуют не только эти экспертные группы, но и все структуры, о которых белорусы знают. Там и офис Светланы Тихановской, и НАУ, и член Коррупционного совета и так далее. Поэтому я думаю, что это немножко такая передержка есть в том, что белорусы к этому не имеют отношения. Дарэчы, можа быть, крыху на іншую тэму, но на актуальную. Я думаю, што ж вы, Мікалай, сочыце за там, што адбываецца ў свеце, вось гэты зліў інфармацыі афшорнай, якія назвалі, ці скрыня Пандоры. Беларусь там, ну, как бы не вельмі асабліва прадстаўленая, хаця ёсць, конечно, цікавыя моманты ось пра залаты бізнес у Зімбабве, які, ну, нібыта, ну, да якога можа быць датычны сын Шэймана. І вось пытаюцца, як вы лічыце, ці дойдзе справа да Зінгмана. Увогуле, як вы думаеце, вось гэтыя ўсе ну, шмат падазрэнняў пра справы Шэймана і адміністрацыі прэзідэнта на афрыканскім кантиненце, што яны там робяць і ў якіх схемах удзельнічаюць, змогуць выкрыць вот гэтыя іх там шэрыя хады і здабычы грошай? Безусловно, этот как бы Pandora Papers — это вообще новое слово в переформатировании рынка. Потому что, да, были панамские бумаги, да, которые открыли, вообще не просто приоткрыли, они просто открыли такие ворота в мир того, как общественные, политические и деятели, и финансовые группы, и прочее, как они работают в тени, там, где мы не привыкли видеть их деятельность. И это был первый шаг, который подтолкнул к тому, что группа, которая занимается расследованием, расширилась уже там более чем до 600 человек. Это огромное количество журналистов, это армия расследователей, которые работают. Я просто очень надеюсь, что Зингманы и Шейманы поймут, что это не
один, два, три, пять человек, которые занимаются их там судьбинушкой, а это огромная армия людей, которые исследуют эти процессы. Мы имеем к этому расследованию косвенное отношение, но наши партнеры, с которыми мы плотно работаем, они являются непосредственными участниками этого расследовательского процесса, и что безусловно, очень помогает в подготовке докладов санкционных докладов. Если мы говорим про Зингмана и Шеймана, то у прессы, которая работала над этим, и у расследователей, и у официальных расследователей в разных странах возникает вопрос, что поставлялось в эти страны из Беларуси под видом тракторов. Это были трактора или все-таки это были не трактора? Учитывая, что обе стороны, их не интересует отчетность, их интересует чисто прибыль. И вот этот вопрос сейчас висит перед всеми расследовательскими группами, которые занимаются этим и исследуют этот вопрос. Что же все-таки поставлялось? И результаты этого могут быть очень неожиданными для тех, кто участвовал в этом процессе. Потому что докопаться до этого могут, если не расследователи-журналисты, которые, к слову говоря, великолепно делают свою работу, то уж точно там службы безопасности или FBI и так далее. То есть, но вопрос в том, что журналисты не проводят расследований, имея полный доступ к документам, но этот доступ могут получить силовые структуры западных стран, которые в состоянии доказать. Главное для журналистов было заострить на этом проблему. И эту проблему, как из ящика Пандоры, обратно не засунешь. Да? То есть, поэтому они теперь и Пандора Papers, а не Panama Papers. Поэтому я очень оптимистично отношусь к тому, что будет происходить. В этом отношении мы будем эти ближайшие недели видеть просто поток самой разной информации, но ведь если мы говорим о Зимбабве, то это только первая страница. Да? То есть, но на самом деле в этих бумагах фигурирует что-то больше 130 компаний белорусских, которые имели к этому отношение. Поэтому я думаю, что это коснется очень многих, и не только в Беларуси, но и в Украине, и в России, и в том числе в этих взаимосвязях, которые очень помогают понять, как же работают эти механизмы взаимосвязи на уровне межстрановые, да, на уровне коррупции. И это уже разговор тогда пойдет не про санкции, а про тюремные сроки заключения. Дарэчы, вы выказалі меркаванне, што ўжо чырвоныя лініі перайдзеныя і захад, калектыўны захад, як бы гэта ні гучала, ні на якія перамовы з Лукашэнкам і беларускім рэжымам не пойдзе, але ізноўку вяртаецца тэма таго, што, маўляў, могуць паспрабаваць неяк так вырашыць беларускае пытанне захад, там Брюссель, Вашингтон на перамовах з Пуціным. Маўляў, Пуцін так і дае зразумець, што гэтыя пытанні вырашайце не там, вот, не спрабуйце там что-то, а со мной. Як вы думаете, ці магчыма такое? Я не верю в всемогущество Путина. Я не верю в то, что он имеет сейчас большое влияние на, как бы это парадоксально сейчас не звучало, что он имеет большое влияние на белорусскую ситуацию. Путин, все проекты, которые были у Путина и Кремля, связанные с транзитом власти в Беларуси, все они провалились. Ни один из них не оправдался. Хотя их было уже несколько. Поэтому о его всесилии говорить сложно. Он не смог повлиять, например, на процессы, которые пошли в Молдове, или которые возникли между между Арменией и Азербайджаном. Да. Поэтому его всесилие немножко мифическое. Да, он, конечно же, влияет на процесс. Более того, вот тоже вчера мы с Гарри Каспаровым об этом говорили, что ведь вот этот
конца 80-х годов, вот это падение социалистических режимов, да, которое было как по принципу домино, похожее могло произойти ведь с момента, когда Сирия мог Асад упасть, и следом за ним тоже посыпалось бы целый ряд домино в виде диктаторов. В том числе могло дойти тогда и до Беларуси. Но тогда вмешалась Россия, да, и в этой ситуации, да, она повлияла, и она удержала Асада у власти, и удержала, собственно говоря, вот этот диктаторопат в странах Азии и Европы. Но на сегодняшний день Путин не может влиять сильно на Лукашенко, потому что Лукашенко пока ломает все его планы. Кремль не имеет здесь реальной игры. И переговоры с ним, я боюсь, что ни к чему не приведут. И они могут быть бессмысленны. А то, что говорит Поздняк о переговорах, это на самом деле ведь для танго нужны двое. Для переговоров нужна вторая сторона, но просто европейским или там американским политикам поучаствовать в этом, просто самим посидеть за столом с одной стороны, а со второй не будет никого, это абсурдная ситуация. Поэтому и речь идет о жестких санкциях, когда власть вынуждена будет начать говорить, как начал говорить Мадуро. Потому что ситуация уже зашкалила, да, в Венесуэле. 5 миллионов беженцев. Эти беженцы многие очень влиятельные, финансово сильные. Они влияют на процессы. Да, Мадуро переживает сложный период, потому что у него два алгоритма. Там, наркотики, вооружение, нефть. Но все равно он вынужден пойти. И также может произойти в Беларуси. Хотя Лукашенко сейчас об этом только лишь подумывает, но не готов еще к этому. Предложение для него, насколько мы владеем ситуацией, есть, самое разное. Линия перейдена в том, что это не может вернуться на фазу 2019 года, но это может стать переговорным процессом о мирном транзите. Да, эти переговоры никто не отрицает, ни ЕС, ни США, ни общественные политические организации Европы. Все готовы в этом участвовать. Более того, есть алгоритмы, при которых он бы вполне мог получить то, что он, не скажу, там, желает он, конечно, власти бесконечной, но для его безопасности могли бы быть какие-то предпосылки, но пока на это не идет. И парадокс в том, что может наступить момент, когда будет поздно. Чаушеску не был готов к тому, что его расстреляют, но его расстреляли, а при этом в Венгрии воспользовались моментом, и власть была передана очень мягко, спокойно, без расстрела Яноша Кадара. Ну вот цікавы, конечно, момант, что в прынцыпе готовы до транзіта ўлады, ну судзячы по тым, что як Лукашенко носится с этой реформой Конституции, изменой Конституции, и як вот шукае, як бы это все змяніць, нічога не памяняўшы, застаўшыся пры ўладзе, может быть, таким чынам рыхтуецца вот гэтыя яго варыянты перасесці з прэзідэнцкага крэсла ў крэсла іншае, але по факту может быть нават і павыше, прокатят? Наверное, все-таки он не дочитал книжку в своей жизни, и это наша проблема, да, потому что, видимо, сельская библиотека была не настолько хороша в Александрии, чтобы он мог все-таки понять взаимосвязи, которые происходят в мире. Когда ты решаешь, что ты перестроишь систему, которая у тебя работает, да, то есть она работает, силовики подчинены, силовикам разрешено делать все, что угодно. То есть у меня сейчас у родственников моей приятельницы был обыск дома, и это было любопытно с точки зрения изучения нынешней ситуации в Беларуси по силовикам. Они изъяли всю технику, всю наличку, которая там была, а несколько этих сотрудников
как бы правоохранительных органов, да, лазили по карманам и вытаскивали оттуда мелочь, сталкивая в свои карманы. То есть это люди, которые понимают, что им не доплатили, теперь им отдано под мародерство все, и они просто забирают, воруют деньги, как это происходило во времена Холокоста, когда нацисты забирали деньги у евреев. Да? То есть вот это такая приблизительная ситуация. Но нужно понимать, что она опасная для власти. Она опасная, потому что ты хочешь поменять систему. Когда система поменяется, у тебя появятся новые игроки. Эти новые игроки неизменно войдут в конфликт интересов. То есть интересы сидящего сверху в каком-то надсовете Лукашенко войдут сразу же в конфликт не только с тем, кто займет некое абстрактное президентское кресло, пусть с представительскими функциями, но и в конфликт с силовиками. Потому что у силовиков появятся новые возможности, новые некие координаторы и некие новые истории. Да? То есть, поэтому любой транзит, который затевается, будь он со стороны внешних игроков или внутренних, как Лукашенко, он все равно приводит к деформации системы. А деформация системы приводит к ее разрушению. А поскольку наша система строилась на персонализации, на персоне одного человека, достаточно этому человеку чуть-чуть проявить слабость, он рухнет, и ситуация сменится на противоположную. Ну да, на жаль, вось толькі як сёння сказаў у нашым эфіры Егор Лебядок, вот сістэма-то сапраўды паступова пачынае так вось скукожвацца і разбурацца, але пакуль гэта ўсё канчаткова абрынецца, яшчэ можа быць, на жаль, не адзін раз паўторыцца такая трагедыя, якая ўжо здарылася ў Мінску, калі загінулі 2 чалавека, айцішнікі, супрацоўнік КДБ. Можна по-рознаму ставіцца да супрацоўнікаў там сілавых структураў, але гэтае жыцці все адно людзі з аднаго і з другого боку. І вот сапраўды я читаю сённяшнія навіны. Мацкевічу працягнулі тэрмін знаходжання пад вартай, прыйшлі з ператрусам у рэдакцыю гансавічскай газеты. Больш 200 чалавек затрыманыя за там нібыта дрэнныя каментары з нагоды ўсёй этой сітуацыі са стралянінай. Махавік закручваецца. Колькі крыві яшчэ прольецца? Вот это тот вопрос, который не дает жить, да, который не дает спокойно ставить спектакли. То есть я когда вижу список вот только политзаключенных, которые у нас даже этот список фигурирует в спектакле, который поставили в Эстонии. Я неизменно во время спектакля эти фамилии читаю автоматически. И это такое количество просто близких друзей, которые в этом списке, что все время тебе не по себе, и ты понимаешь, что пока это не прекратится, ты не можешь как бы сложить оружие. Ты не можешь, ты должен добиться до конца, чтобы все они оказались на свободе. Это не пафос, а это такая... Это вот то, что тебе не дает спокойно жить. И вот эти потери, которые мы проживаем, и эти потери, которые все время провоцирует власть, да, это вот та боль, которую другие страны пережили. Нам-то независимость с неба упала практически, да. То есть мы как бы ее получили не сильно тратя на это все силы, эмоции людей, а кому-то это досталось с очень большими потерями. И вот сейчас мы проживаем этот момент, когда мы платим за наше осознание. Это ужасно, потому что всегда казалось, что можно все-таки просто умом дойти до этого, но так устроен мир, что просто умом не получается. История учит и объясняет тебе, что ты должен платить, ты должен постараться, и чем дольше этот процесс идет, тем больше тебе нужно потратить, тем больше сил, эмоций, тем больше слез.
Да, конечно, мы поражаемся там героизму белорусов многих, которые творят тоже какие-то невероятные вещи. И тут я категорически не соглашусь с этими обвинениями в адрес белорусов, что такие мироходы, что там хотели вот так вот ничего не... Это тоже, это очень мощный взрыв адреналина, отваги, мужества, красивых поступков, солидарности. Но это и огромное количество грязи, которую нам предстоит выметать, вот этих людей, которые по карманам тырят мелочь у политзаключенных. Да. Эта грязь тоже должна уйти. И как одновременно и освободить этих, и вычистить наши авгиевы конюшни, и перейти к новой жизни, к той, о которой все уже давно мечтают. Это и есть задача. Ну что ж, спадзяюся, што справімся, перайдзем, вычысцім усё, што трэба, і не варта звяртаць увагу на тыя, можа быць, гнуснасці, якія адбываюцца. Дарэчы, ці згодныя вы з думкай, якую выказаў Чалы ў адказ на там пэўнае выказванне, што вось паглядзіце, колькі даносаў беларусы напісалі, мы жывем тут, это нацыя даносчыкаў. Он сказал, паглядзіце гэтую колькасць гэтых даносаў у параўнанні з колькасцю беларусаў, это мізер. І вот я вот пагаджуся з Чалам, а вы вот як ставіцеся да гэтай ўсёй сітуацыі? А я с Сергеем в последнее время согласен практически вот во всем, что он говорит. Он абсолютно прав в этом. Более того, у нас, вот это такая немножко интимная подробность скажу, у нас были с ним какие-то недоразумения, мы как-то что-то конфликтовали. И это недавно я ему написал просто в личке, что Сергей, если в наших неправильных отношениях я был виноват, я приношу свои извинения, вообще я хотел бы, чтобы мы нормализовали наши отношения, потому что я вижу, что сегодня это в 1000 раз важнее. И мы когда-то нормализовали наши отношения. И я очень рад, что Сергей сейчас выступает таким не взрослым ментором, нет, наверное, ментор слово тут не подходит, но таким голосом взрослого человека, который отрезвляет. Потому что, вот про те же доносы, это не надо сравнивать с 1937 годом. То, что написали 1000 доносов внутри 10-миллионной, 9-миллионной страны, господи, сколько мразей живет в разных странах, и независимо от того. И для нашей диктатуры это еще мизерная просто цифра. То есть все-таки абсолютное большинство людей остается людьми и ведет себя достойно. Поэтому, а ведь еще другая история. А сколько в следующий раз бы написала, зная, что все это уже стало достоянием общественности? Вот сколько бы решилось на это, зная, что все соседи будут знать про тебя, что ты написал донос на свою дочь или на своего соседа, или просто на людей, которые собрались у тебя во дворе. Не знаю, мне кажется, что это стремящаяся к нулю цифра, потому что каждый человек, как понимающий ответственность за это, он будет думать, прежде чем что-то делать. В случае, если он уже понял, что это наказание неотвратимо. Поэтому я спокойно смотрю на это. Спокойно. Потому что мы проходим такой этап, который не каждому в стране, в мире доводится. И если бы мы проходили его так идеально, то это было бы достаточно странно. И мир устроен чуть-чуть по-другому. Дзякуй вялікі. Вот мяне парадавала, што нарэшце слова нармалізавалі было ўжыта ў пазітыўным сэнсе, бо пэўны час яно так вот згубіла пазітыўнасць з-за таго, што адзін чалавек вот неяк яго ўжываў у іншым зусім ключы, а тут вот бачыце. Так што Халезін з Чалам нармалізавалі адносіны. Я думаю, што некалі в бліжэйшым будучым мы нармалізуем у пазітыўным сэнсе ўсю Беларусь. Дзякуй вялікі. Мікалай Халезін, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і яе прамовы.